Это древний край. Земля предков моих. Все запечатлели эти камни, раны этих камней. Смотрю на башни, думаю о радостях и горестях, живших до нас, об их вековечных мыслях. Скажу я слово, и горы отзовутся голосом эха. Гляжу на грозные тяжелые тучи, на ваши плечи опираются они, о башни. О седой истории эта песня. А в нашем фильме вы увидите человека, который живет сегодня вот в этом горном ауле Махкиты. Его зовут Алавди Тайсумов. Кто он? Каменщик? Да нет. А сыновья? Абдулгами учитель, Абдул-Керим ревизор. Просто Алавди сызмалу приучал обоих своих Абдулов, а выученные в детстве, словно высеченные на камне. Берешь кусок горячего чурека, помни, что кто-то растил зерно, чья-то рука пекла хлеб, и подумай, а твоя рука что умеет? Кто же он, наш герой? Спросите председателя колхоза имени Орджоникидзе Абу-Хасана Хусейнова. Вот он ведет утренний наряд. Кто твой учитель? Кто наставлял тебя на жизненный путь? Преподавал председательские уроки? Он ответит. Как кто? Алавди? Да. Он когда-то был учителем в Маккитинской школе. Потом возглавлял до ухода на пенсию и родной колхоз. А сейчас? Строитель мостов? Не только мостов. Алавди – первый человек на всех больших Белхи, аула Махкиты. Запомните это заветное слово чеченцев и ингушей. Белхи. Бескорыстная взаимопомощь в труде. Работа сообща, миром. Не совсем понятно? Возьмем пример попроще. Кто тут будет жить? Одна семья. А собрался махкитинский народ. Созывать в таких случаях не приходится. Увидишь работающего, не пройди мимо. Скажи, да будет счастлива твоя работа. Подвинься-ка. Не найдется ли здесь дело и мне? Белхи – трудовая традиция. Но только если с музыкой и танцем.
О стариках, уважительных со всеми, у нас в народе говорят: со старым стар, с малыми мал. Строят дом. А если надо объединить усилия всех 4 аулов ущелья реки Бас, оповестить людей, как поступает Алавди? В воскресные дни сюда, в столицу ущелья Махкиты, собирается люд из всех аулов. Тут обмен хабарами, новостями. В народе говорят: сказанное на базаре слышно у очагов. И это тоже белхи. Участвуют и колхозники, и не колхозники, и сельчане, и студенты-горожане, приехавшие домой на лето. Дорога через ущелье реки Бас. Кто ее строил? Алавди. Ее так и называют — Тайсумовская дорога. Раньше здесь мог пробраться по лесам, топям и опасным бродам только удачливый всадник или в дальний объезд. Алавди вышел с лопатой в руках строить 20-километровую трассу. Вышел один, так утверждает махкетинская легенда. «Да будет счастлива твоя работа», — сказали 4 аула. «Подвинься-ка, Алавди». Теперь и до Грозного рукой подать, до столицы республики. На минуту мы задержимся возле университета. Познакомимся еще с одним махкетинцем, профессор медицины Шарпуди Алиев. Он тоже учился у Тайсумова в классе махкетинской школы. Везде у Тайсумова, если не ученик, так друг. Или сын друга, или друг сыновей. Например, Руслан Эдисултанов, оператор нефтеперерабатывающего завода. Размах стройки здесь, пожалуй, побольше, чем в Махкетах. Предприятия старейшей в стране чечено-ингушской нефтехимии омолаживаются, реконструкция, расширяются. А вот тоже прокладчики дорог, как в Махкетах. Но каких?
вглубь земли, к новым нефтеносным горизонтам. Среди них друг Тайсумова Абдулла Сакаев. Ингушский край республики. Древняя Назрань. Вчерашний аул, а ныне город, производящий треть электроинструмента, выпускаемого в стране. Русские братья и сестры в Москве, Ростове обучали их индустриальным профессиям. И здесь есть у Алавди добрый знакомый, ингуш Назир Цычоев. На день рождения к старику приедешь? Далеко, но дальнему гостю первое место за столом. Так у чеченцев, так и у ингушей. Бывая в степи близ Терека, Тайсумов не устает дивиться бесстрашию тех, кто шагнул в мертвые еще недавно пески. Целым экспериментальным совхозом шагнули. Здесь работает агрономом юный друг тайсумовской семьи Зиуди Бузуркаев. Что роднит его с Алавди? Старого махитинца не устрашила схватка с Басом. Он вышел строить дорогу. Молодой агроном решил поспорить, как видим успешно, с бурунами, на которые смотреть страшно. Глаза боятся, руки делают. Много разных дорог в этом краю гор и степей. Человек прибавил к ним еще одну. Маленькую такую, что и на карту вряд ли попадет. О ней ли был наш рассказ? О достойном и добром человеке. И, быть может, вам приоткрылась душа края чеченцев и ингушей. Что именно здесь ценят умом и сердцем? Какой человеческий пример и урок почитают истори от поколения к поколению? А дороги? Что было бы от них радости, если бы они не вели нас к людям, а людей к нашему порогу? Звучит здесь, возле Тайсумовского очага, слово, понятное всем. Русское, слово чеченское, ингушское. Дорогие товарищи, друзья, нас сегодня свел в этом прекрасном селе, этот прекрасный день, очень приятный и радостный для нас случай. Сегодня мы отмечаем день рождения нашего дорогого учителя, нашего отца. Мы все обязаны ему, каждый по-своему. Каждому из нас он помог, каждого из нас он наставил, направил по правильному пути. Он прекрасный пример для нас в служении своему родному селу, своему родному району, своему народу. Я думаю, что сегодня мы, отмечая день его рождения, пожелаем его доброго здоровья, пожелаем ему счастья в жизни. И хотел бы в связи с этим сказать, что мы сделаем все, чтобы продолжить его дело, чтобы быть достойны своего родного учителя. За ваше здоровье. Дай Бог вам счастья. Всего вам хорошего. Спасибо вам всем, что вы собрались сегодня у меня. Вы были моими учениками. Когда не хватало моих знаний, я просил знающих, чтобы учили вас.
Вы стали учеными людьми, партийцами. И меня радует, что это связано и с моим именем. Пусть будут дороги. Без них как нам поддерживать связь и братство сердец людей нашего края, всей страны? Ведь теперь пешком не хотят ходить, как в старину. Спасибо вам. Успехов вам, гости. Друзья, спасибо вам. Приехали на гость к нам на сегодняшний день. Тяжело в неустанных трудах, да еще под грузом лет. Предки чеченцев и ингушей говаривали: легко быть плохим, трудно быть хорошим. Служи путникам, Тайсумовская дорога.